Ватып таулар актаргандай булырһыз минем телемдә. Еш кына минән кайда, кемдән йырларга өйрәндегез дип һорайҙар. Бул һорауга минең яуабым бер: ҡымдан өйрәндем. Ғүмерем буйы халҡымдың үлемһеҙ йырҙары әйҙәне мине. Оло сәнғәт донъяһына юл ярҙы, тауҙай эштәр атҡарырлык көс-ҡеүәт күндерҙе. Минем телемдә. Нисәмә йыл ошо илаһи мәл хаҡында хыялландым мин. Ошо залда башҡорт моңо, башҡорт теле яңғырар, сәхнәлә илемдең һәләтле егет һәм ҡыҙҙары йондоҙҙай балҡыр тип юраным. Бар ғүмеремде музыка сәнғәтенең иң юғары ҡаҙанышы милли опера театрын төҙөүгә бағышлап. Күптәр минең хыялымды бойомға ашмаҫлыҡ уйҙырма тип ҡабул итте. Ихластан бар йөрәгем менән ышандым. Һәм ниһайәт, хыялым бойомға ашты. Бер 1900 йылдың 14 декабрендә булды был. Ошо һарай ишектәрен киң асып, тәүге тамашасыларын ҡаршыланы һәм дәүләт опера театры асылыуын иғлан итте. Үҙ балаларымдай күргән шәкерттәрем сәхнәгә сығып, кинәнеп, саф башҡортса йырланы. Ә залдағы халыҡ дәррәү алҡышлап ҡаршыланы уларҙы. Тик үҙемә ошо зарығып көткән көн бар көсөм, бар күңелемде һалып яҡынайтҡан байрамды күрергә насип булмаған.
Хайырлы кис, кадерлі достар. Добрый вечер, дорогие друзья! Мы приветствуем всех, кому дорог этот храм искусства – Башкирский государственный театр оперы и балета. Мы сердечно приветствуем тех, кому дорого имя выдающегося сына башкирской земли, народного артиста Башкирской АССР Газиза Салиховича Альмухаметова. В этом году исполнилось 125 лет со дня его рождения. Певец, композитор, педагог, автор первых башкирских и татарских опер Газиз Альмухаметов стоял во главе плеяды деятелей, заложивших фундамент башкирской профессиональной музыкальной культуры. Главным делом всей его жизни стало построение музыкального театра, создание национальной оперы. И в том, что мы празднуем это событие именно сегодня, в день рождения театра оперы и балета, есть глубокий смысл. Символично и то, что этот праздник совпал с Днем башкирского языка, который отмечают сегодня в Башкортостане. Ведь корни личности Альмухаметова, масштабы которой сравнимы с титанами эпохи Возрождения, берут начало в сокровищнице народного гения. Башкирские кубаиры, через века пронесшие героический дух народа и его древний язык, протяжные песни Озонкюй, в которых слились его поэтический дар и необычайная музыкальность, вот те родники, откуда черпал вдохновение его талантливый сын. И та великая сила, что вела Газиза Альмухаметова на большие свершения. Бурамбай, Тяфтиляу, Эскадрон, Зульхизя. Основу репертуара певца составляли классические образцы башкирского народного музыкально-поэтического творчества. Его концерты неизменно открывала песня «Бурамбай».
Газиз Салихович Аль-Мухаметов родился 29 октября 1895 года. Его родное село Мурапталово – это древняя земля башкир племени Кипчак. С некоторых пор здесь поселились и татары. Газиз Салихович часто вспоминал, как маленьким вместе с матерью ходил в гости из башкирского Мураптала на другую сторону речки Юшатыр в татарский Мураптал. Так, с самого детства будущий певец впитывал мелодии обоих народов, искренне полюбив задушевность и чистоту деревенских напевов и наигрышей.
руках граммофонная пластинка. Это редкая пластинка. Здесь запечатлен голос Газиза Аль-Мухаметова. Я нашел эту пластинку в Казани. Пластинка в хорошем виде, сохранности. Я оцифровал эту запись, сфотографировал этикетку пластинки, потому что там есть информация об исполнителе, кто играет на фортепиано, кто обработал, в данном случае башкирская народная песня «Минивике», а на другой стороне знаменитая ария «Нигмата». И, конечно же, Аль-Мухаметов, Газиз ага Аль-Мухаметов, мечтал, чтобы в Башкирии был оперный театр. Мечтал и делал все для того, чтобы башкирское профессиональное искусство, башкирское музыкальное искусство поднялось на уровень мирового искусства, мировых достижений. И в этом плане он много сделал. И вот эта пластинка, вот записи на этой пластинке относятся к 1935 году. То есть это как раз тот период, когда Газиз Аль-Мухаметов был в Москве. Он воспитывал совместно с другими выдающимися профессорами, деятелями культуры, концертмейстерами, дирижерами, будущих солистов, первый состав оперного театра. И когда вот эта пластинка у меня оказалась, она уже у меня несколько лет, я подумал, а почему бы не передать мне эту пластинку в дар музея нашего замечательного театра оперы и балета? Это так символично, чтобы через столько лет его голос, чтобы здесь прозвучал в этом театре. Я искренне желаю театру процветания и, конечно же, чтобы вот эти произведения, которые записаны Аль-Мухаметовым на этой пластинке, они звучали здесь, вот в здании, в храме искусства, в здании этого театра.
Алимухаметову выпал трудный и славный путь. Судьба вобрала в себя все противоречия века XX. Его победы и трагедии, войны и революции, высокий накал борьбы за всеобщее счастье и яростный градус политических преступлений. Еще 18-летним юношей певец снискал любовь и признание публики. Где бы он ни выступал, в Башкортостане или в Татарстане, в столичных дворцах или в деревенских клубах, его богатый от природы голос очаровывал слушателей необыкновенной искренностью и теплотой. Бірінші мәртебе мен Ғаззал Мұхамедов турасында Киргизияда яшаганда именно атайымдан ишеттім. Онда мен әлі көп неме білмеймін, әлбетте. Атайым Ғаззал Мұхамедовты көрген, ишеткен, тыңлаған, олай ғана түгел. Әгер де ишетіп қалса, ана шунда сығы шәһәргә тиештеген. Бөтен немене ташлап, ул шунда сығып китә торгайны. Хатта бөтә эшләрен Ғаззал Мұхамедов бик еш Урта Азияга барып чыгып торгайны. Бигрәк тә Үзбәкстанда, Түркменстанда, Кыргызстанда, без Киргизияда яшәйник ул вакытта. Шуның өчен ул якларда Ғаззал Мұхамедовты мин уйлайм, даже бу якка карагандаладан күбрәк, ныграк белгәндәрдер дип. Унда диаспора зур ине, татар, башкорт, мусулман, гоммән, ләкин улар гына түгел, мына шунда яшәгән үзбәктәр, кыргызлар, төркмәнләр Ғаззал уның килүен байрамды көткән һәм көтә торгайлар. Ул башкортча, татарча гына түгел, мына шул мин әйткән халыкларның йырдарын шул һүзләре менән йырлай торгайны. Әлбәттә, это не только подкупало дигәндә инде, мына ул бик шәп йырлагандыр инде. Шуның өчен шундай бер шаулап ала торгайны бөтә тегенә шул як. Концерты, устраиваемые Алимухаметовым с его другом, поэтом Шайхзадой Бабичем в Оренбурге, Уфе и Казани, неизменно превращались в настоящий праздник. Это было торжество поэзии и песни, торжество таланта, молодости, дерзновенной мечты. Они были похожи во многом, но более всего их объединяла великая вера в будущее родного Башкортостана.
Шишмекейте нокренців шалама, уткен гавремевке тешмейтар. Шишмекейте нокренців шалама, уткен гавремевке тешмейтар. Тынлағы сықуштар ярдарымда, тынлағы хедре ярлармын. Тынлағы сықуштар ярдарымда, тынлағы хедре ярлармын. Хет хайрағы дәмин, мин тыңлармын, тыңлапы көпік хет илармын. В биографии прославленного певца есть страницы, связанные со временем рождения Башкирской республики. Истинный патриот своей родины, он был единомышленником и одним из самых активных соратников лидера национального движения Ахмедзаки Валиди. Весь, словно сотканный из музыки, Аль-Мухаметов, тем не менее, понимал важность происходящих событий и всей душой был с теми, кто боролся за автономию Башкортостана. Одно из лучших своих творений, балладу «Джигит Урала», он посвятил памяти павших героев. Сегодня это произведение звучит подлинным гимном силе человеческого духа.
Кем булган ул Газиз Әлмөхәмәтов? Мәшһүр йырсы. Ауылдан, Башқұрт ауылынан туып, шул дәрәҗәгә еткән кеше. Кем ул? Мәшһүр йырсы, композитор хәленә барып еткән. Ул да була Газиз агай. Заһир Исмәгыйлев һеҙҙе Газиз агай теләй. Һеҙ беләгеҙме, ул Газиз агай тип әйткәс, минең йөрәк ҡайҙа барып кергән белмәйем инде. Сөнки бик мәшһүр кеше ул ваҡытында ла. Күп йырсы уйлап ҡарағыҙ. Ҡасан да булһа, Башсиктың сессияһында халыҡ артисы бирелә ти. Уға биргәндәр, йыры өсөн биргәндәр, моңы өсөн биргәндәр. Шуға бер аның белән ул мине саҡырҙы, мөғәйемле, шундай матурлы бер моңлы кеше. Заһир минең белән йырыр өсөн халыҡ көйҙәрен беләһеңме тип һораным. Әйтәм, беләм. Ниндәй көйҙәрҙе беләһеңме? Әйтәм, Уралын да беләм, Буранбайын да беләм, Сибайын да беләм. Һеҙ йырлағанмы? Әйтәм, Шәүрәне лә беләм тигәйнем. Алай булғас, әйҙә минең белән йөрөһөң. Әйе, мине бер ваҡытта был йырларға йөрөй башланыҡ. Бик моңлы йырлайын ул. Иҫ киткес моңлы йырлайын. Үҙегеҙ уйлап ҡарағыҙ. Мына тигән йырсылар, ул бит опера театры асырға йөрөгән кеше. Опера театры булырға тейеш беҙҙә йөрөгән кеше. Уйлап ҡарағыҙ. 38-нче йылды опера театры асабыҙ, ул кешене юҡҡа сығарабыҙ. Бер көндө ул миңә, Заһир, һин ҡурайҙа әйбәт тартаһың, ҡустым, әллә композитор булаһыңмы тип һүҙ башланы был. Мен әйтәм, нәмә булаһың композитор дип һорай төштөм үҙенән. Бына ошондай көйҙәрҙе яҙыусы була инде ул дип әйтеп һалды был. Мен әйтәм, белмәйем, Ғәзиз ағай, мен әйтәм, булып сығар микән, минең белмәйем, булдыра алмыр микән. Юҡ, һин уҡырға китергә тейешһең. Шулай итеп ул композиторларға ла хатта ярҙам итте. Шул ваҡыт Хөсәйен Әхмәтовты, Рауф Мортазинды, Халиҡ Заимовты ла уҡырға ебәргән кеше ул булды. Алар уҡып ҡайтып опера яҙҙылар. Опера композиторлар булып киттеләр. Мына шуға күрә кемгә нәмә тип әйтәйем бөгөн Ғәзиз ағай Әлмөхәмәтов турында. Ғәзиз ағай башҡорт халҡының моңо, башҡорт халҡы өсөн күп эшләгән шәхес. Мысль о создании национальной оперы Альмухаметов вынашивал на протяжении многих лет. И в 1922 году в Ташкенте силами студентов даже поставил музыкальную пьесу «Сания», написанную на собственное либретто. В Уфе в те годы еще не было творческих сил для осуществления его мечты. Но это не охладило его пыл. Альмухаметов едет в Казань, где знакомится с композиторами Султаном Габеши и Василием Виноградовым. Итогом творческого союза молодых музыкантов стали опера «Сания» и «Эшсе», произведения, в которых впервые в академическом жанре оперы звучали интонации башкирских и татарских народных мелодий. На премьерных показах, состоявшихся в Татарском театре драмы имени Камала, главные партии исполнил сам Газиз Альмухаметов.
Менә шушы залда, шушы сәхнәдә 1930 елларда Газиз Әлмөхәмметовны концертларда да, шулай ук Сания операсы, Иші операсында тыңлағаным бар иде. Ол Уфадан В этом театре в 20-30-е годы я слушал пение Газиза Аль-Мухамметова. Здесь увидели свет его оперы, он сам пел в них, в концертах исполнял арии. Аның таушы табиғаттан бай болып, әйтерсің аны Италияларда оқытқа düşün. По своей красоте его голос напоминал голоса известных итальянских певцов. А как он пел народные песни. Каждый раз, когда я прихожу в этот зал, мне кажется, что я снова слышу его удивительный голос. Менә бу стеналарданы бүгенгә кадәр онытмаган шикелле. Шушы театрга килсәң, аның тавышы шушы театрда яңгырап торган кебек. Min kildim sığa kur titrek düşmanlar hidmehin Qalqan bolğun kükrəgim, saniyam, terrək bolğun belləgim, küdünürüm, qarşı kilgən düşmanığa hədirdər, dostlarım, kuryenim hədirdər. Keng Oral'dın kökehe, Altay tağdın tutayhe, Qom sölünde hinqıdı, Ting tugildər hisbirhe, Bəğir kəyim küdün orım, Saniyam yandı. Tidirək sık, motorım, yandı. Yalnız tugel bında ziyan,
иптәштәре ләһәттер. Сот, хайрай хары хандуғас, сот, хайрай хары хандуғас, хандуғастар хайрағанда той тербеді ике яш. Ике ян, бәрі-бәрін хейгән. Қабіргәсі айрылматқа бір-біріне хүд бірген. Тидірәк сәт матурым көп көттім. Газиз Аль-Мухамматов здесь консолидирует силы, творческие силы, которые тогда были возможны. Это Султан Габаши, композитор, который работал успешно и на ниве татарской, башкирской музыкальной культуры. Дальше поэт Маджид Гафури и все те силы, которые были возможны тогда. И известно, что Газиз Аль-Мухамматов большой интерес проявляет и к созданию вокальной школы национальной, занимается оперной студией и так далее. И вот этот широкий интерес и те успехи, которые были достигнуты, а известно, что эти оперы получили широчайший и даже международный резонанс, они определили как бы путь национальной музыкальной культуры и пути дальнейшего развития этого жанра.
1930 году, вернувшись в Уфу, Альмухаметов с присущей ему горячностью приступает к построению профессиональной музыкальной культуры в Башкортостане. И за что бы Газиз Салихович не брался, ему всегда приходилось прокладывать первым путь. Так он создает первую башкирскую концертную бригаду, с которой объездил всю республику. Сплачивает вокруг себя лучших музыкантов того времени: Султана Габеши, Камиля Рахимова, Хабибуллу Ибрагимова, Ивана Салтыкова. Работает в Институте национальной культуры над проектами будущих опер, сочиняет песни и романсы. Но без собственных кадров музыкальный театр не мог быть построен. Понимая это, Альмухаметов убеждает башкирское правительство в необходимости обучения талантливой молодежи. И не где-нибудь, а в самом сердце культуры, в Московской консерватории имени Чайковского. И этот смелый проект состоялся. В 1932 году в консерватории было открыто Башкирское национальное отделение, а вскоре национальное отделение было открыто в Ленинградском хореографическом училище. Через несколько лет их выпускники стали первыми ласточками Башкирского театра оперы и балета. Их имена с золотыми буквами вписаны в историю башкирского искусства. Но их учителю не суждено было увидеть рождение своего детища. 10 июля 1938 года, за 4 месяца до открытия театра, Газиз Салихович Альмухаметов был объявлен врагом народа и расстрелян. Но жива его музыка, живы творения его рук и благодарная память соотечественников и последователей. Тавышлар яш, өзебез яш, яратман кеше юк ие, концертларда чакыралар, Москвада концертларда җырлап җырдык. Аннан Уфага кайтып, Газиз агай Альмухаметов белән берлектә 36 елны кайтып, концертлар бердик, зур афиша белән. Шул афиша миндә һаман да бар әле. Шуны бер мәртәбә күрсәтмәкче булам. Анда бөтенесе бар. Яшь чакларда Хәбир дә бар, анда миндә бар, Габитовлар бар. Газиз агай иң уртада утырып тора, конечно, бил бит безнең иң. Аның аркасында без шулай укып киттек бит инде. Аның аркасында кеше булдык дияргә мөмкин, әлбәттә, дөресен әйткән чагында. Каждое 14 декабря, день открытия театра, это отмечается. Я сегодня, вот цель моего прихода тоже, как бы и театр поздравить, и как-то ощутить ту атмосферу, которая когда-то царила. Отец у меня очень хорошо пел, и, значит, Газиз агай ему после концерта сказал, ну, говорит, мне уже отец рассказывал, ты, говорит, дружок, давай, говорит, твое место, говорит, не песни, твое место в опере. И после этого пожелания, значит, у меня, он его начал уже готовить к поездке в Москву. И когда собрали, разумеется, он был первым башкиром из глухой деревни, значит, который закончил потом консерваторию. Это тоже было. По сути, все эти вот наставления Газиза Альмухаметова, они дали такую дорогу, может быть, на которую никогда бы отец не вступил. Говоря о их близости, они, по сути дела, были очень дружеские отношения. На редкость такое отношение. И, видимо, еще чувствую, что отец тоже был таким преданным башкирской культуре и искусству. Он не был заинтересован только в своем успехе и в своих достижениях. Он хотел, чтобы следующее поколение вот моего отца и даже следующие, они были еще больше лучшим. Он закладывал основу. Вот я думаю, это вот самый такой с его стороны очень гуманная и человечная цель была хорошая. Сегодня день рождения театра, и вот я бы хотела, принесла портреты, давно заготовленные, правда, мною, портрет в роли моего отца, барон Каландра, в «Прекрасной мельничке». И вот портрет Салавата Юлаева, моего отца в роли Салавата Юлаева, значит, это 55-й год. Как раз было, когда он уже там сдаточные спектакли, премьеры шли,
вот, и уже спектакль. Вот и я дарю театру для того, чтобы ваши зрители, слушатели, когда здесь были, для них очень будет любопытно и интересно узнать историю. Если бы стены театра могли говорить, они бы поведали о том, что в каждом произведении, звучащем в нем, живет частица души его основоположника Газиза Салиховича Аль-Мухаметова. Они бы рассказали, что именно здесь, 20 марта 1929 года, на 7-м Всебашкирском съезде Совета рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов было оглашено постановление правительства о присвоении Аль-Мухаметову звания «Народный певец БССР». Постановление за номером 1. Он был народным артистом не только по званию, он был народным артистом по сути. Ведь все его славные дела он вершил во имя народа и для народа. Сегодня путь, проложенный поколением Газиза Аль-Мухаметова, продолжают молодые. Они также талантливы, также неистовы в творчестве и в своей любви к родной земле. Сегодня на сцене
молодое поколение артистов Башкирского государственного театра оперы и балета. Signor, signor, carave que le soledad. Le carrera, va s'entendre. Pour plaisir, el sol le cava. Le cirque bleu ce jour de fête. Le cirque bleu à tabac. Le spectateur perdant la tête. Le spectateur s'interpelle à grand fracas. Ador
Deviene a me riposo
Exchanged for in Spain.
для Газиза Альмухаметова сама мечта о музыкальном театре в республике, в городе Уфе, была, пожалуй, самой главной мечтой его жизни. Еще задолго до того, как началась революция, задолго до того, как прогремели все перипетии гражданской войны на территории нашей республики, Гази Альмухаметов мечтал о том, что когда-нибудь он, может быть, будет работать над созданием собственной оперы. И мечтал, что у народа будет свой собственный театр, музыкальный театр, театр оперы и балета. Вообще надо сказать, что всю свою жизнь Альмухаметов и боролся очень и очень активно. Получилось так, что вместе с Бабичем они начинали очень большую работу на территории нашего края на том, чтобы создать какую-то будущую организацию, которая бы занималась развитием нашего народа. В начале 1938 года Альмухаметов, которого арестовали в 1937 году по обвинению, ложному обвинению, был расстрелян. Через несколько месяцев после его расстрела, 14 декабря 1938 года, открылся Башкирский театр оперы и балета. Поэтому, наверное, для меня особое какое-то чувство вызывает то, что вот в эти дни мы отмечаем очередной день рождения еще любимого театра оперы и балета. И мне бы очень хотелось, чтобы в музее театра были какие-то материалы, которые бы напоминали о Газизе Альмухаметове. Вот есть фотография сделана в далекие 30-е годы. Это естественные фотографии, которые не перефотографировались, это фотографии именно тех лет. Вот мне хотелось бы эту фотографию здесь Альмухаметов и Исмагил Илялов, наш замечательный мандалист, который вместе с Альмухаметовым провел не один концерт, который очень много работал и который всегда был вместе с ним. Все они есть на фотографии. Я принес и хотел бы вручить театру вот такую афишу Альмухаметова, которая была издана в 1936 году в Казани. Это из Уфы ездил в Казань и выступал там с концертом. Вот эта концертная афиша тоже мне хотелось бы, чтобы она украсила и стала бы одним из экспонатов нашего музея. Вакыт бик тиз үтә. Бергә кешеләр дә үзгәрә. Һезгә 21-нче буатта яшәүчеләргә әйтер һүзем шул. Без бөек идеялар менән яшәнек. Мин дә көсемдән килгәнчә Башкортстанымдың, халкымдың киләсәгенә якты өметтәр баглап, уның өчен янем-тәнемде аямай көрәштем. Ләкин үкенмәем, чөнки гомерем заяга узманы. Рухым шат минең, республикамда ысын сәнгать хөкем һөрә. Уку йортлары, оркестрдар, филармониялар, бихисап иҗади коллективтар бар. Минең якты хыялым Башкорт дәүләт опера һәм балет театры гөрләй. Рәсәй генә түгел, бөтен дөнья хоклана уга. Ошо матурлыкты хаклай белегез. Бар табигать сүрләшә айлы төндә, югереп уйнай тулкандар дим өстендә, ак сарлакка охшап яр ситендә сайкалалар кәмәләр, ак сарлакка охшап яр ситендә сайкалалар кәмәләр. Көр тавышым яңгыратты матур йырлар, таңга калып тыңланы тын тугайдар, башка килде кайнар дәртле уйдар, сайкалганда
Ашқа кирде қайнар, дәртлі уйлар, сайқалғанда кәмәләр. Thank you.